Другой вопрос. Мы должны популяризировать ношение национальной одежды в дни праздников, на свадьбы, на Махадж, на День Республики. Популяризировать, потому что это будет, если мы хотим сохраниться как народ, если мы хотим иметь имидж культурного народа, имея такую культуру, как у нас есть, просто так от нее отказываться и отбрасывать ее. Если мы сегодня, если наше поколение отбросит эти вещи, то через несколько поколений уже никто к этому, скорее всего, не вернется. У нас есть большое количество людей, которые ходят уже в арабской форме одежды, как будто мы арабы, и это считается нормально. Другое количество населения мы ходим в европейской одежде, и это считается нормально. Во всем мире большинство народов не считает что-то постыдным или что-то там глупым или колхозным, чтобы это выглядело, чтобы носить свою национальную одежду. Это показывает, что это культурный народ, народ, который уважает своих предков, ценит свои традиции. И любой народ, который это делает, вызывает уважение у любых грамотных, прогрессивных, толковых людей. Он вызывает только уважение. Если мы хотим этого уважения, если мы хотим, чтобы у нас развивались промыслы, рабочие места, мы должны этому способствовать, потому что мы можем сколько угодно говорить о том, что вот нам не построили заводы, нам там зарплату плохо предлагают, 5-10, но от этого мало что изменится. Если мы будем создавать каждый по чуть-чуть, капельку в эту емкость, капельку кидать, там будет озеро, там будет море, там будет океан. И если мы сможем сформировать спрос, то будет и предложение. Может быть, вначале будут не такое качественно жить, как хотелось, но это все преодолеть. Год пройдет, будет лучше, второй год пройдет, будет еще лучше. Мы не можем сегодня там джинсы там шить лучше, чем американцы и французы. Но американцы и французы не могут черкесские шить лучше, чем мы. Ну, может быть, мы уже их не умеем по большому счету шить, но они тоже их не умеют. Они не знают, что это такое. В общем, поэтому конкуренции может не быть, опять же, если мы договоримся о том, что круто это будет покупать то, что произведено в Ингушетии для нас. Этим мы обеспечим самозанятых наших там сестер, женщин, которые могут заниматься этим, мужчин, молодых людей, которые могут делать там ремни, серебряные какие-то украшения, головные уборы, там сапоги, много чего. Это кажется, что там небольшое, но это может занять много людей, создавать товарооборот, создавать какие-то отрасли. И самое главное, что это положительно отразится на имидже нашей республики, потому что во всем мире разные отношения к народам, и народы, которые чтят свои традиции, являются носителями этих традиций. Если они их сохраняют, если они их показывают, то этим народам, соответственно, и отношения более уважительные, более почтительные. Если мы не уважаем себя там как этнос, не проявляем этого уважения к своему этносу, к истории, к тому, что делает нас этносом отдельным, то ожидать, что другие будут с уважением к этому относиться и требовать от них, относить к нам там как к нации, древние там этносы, можно требовать сколько угодно. Но если мы в первую очередь не будем к себе так относиться, то требовать от окружающих этого тоже мало смысла. В общем, и концепция инноваций горизонтальной связи, она заключается вот в этих несложных вещах, которые мы должны, принципах,
по которым мы должны работать над собой, форматировать свое мышление в этом смысле, возрождать понятие вейкфуделуда, пейдендорфет, пейдендоцерфет, стараться говорить больше не о том, что делают другие плохо или хорошо, а заново учиться о том, общаться, поднимать темы и поддерживать темы, что мы с тобой можем сделать, как ингуши, там, как земляки, как граждане республики и так далее. Если мы будем работать над собой, если мы начнем думать таким образом, то все быстро довольно начнет меняться в лучшую сторону. Это неизбежно. Там нету ничего сложного. И здесь опять вот скептицизм, который, да нет, ничего получится. Вот эти люди, я их видеть не хочу, слышать не хочу, иметь с ними ничего общего не хочу. Не хочу их считать с собой одной национальности. Вот эти люди, которые так, ничего не получится. Да проживете вы свою жизнь как-нибудь и закончите ее как-нибудь. И никогда не узнаете, что вы могли сделать, что бы вы могли бы сделать хорошего для своего народа, что бы вы какое-то наследие могли бы оставить. Можно считать себя патриотом, бить себя всю жизнь в грудь. Я вот это сделал, я там ездил, я там с президентом 3 часа разговаривал вместо 15 минут. То есть меня, честно говоря, вот эти вот вещи, они последние десятилетия в нашем народе, честно говоря, уже раздражают. Есть определенные вот это вот у нас определенные вещи, которые гипертрофировано, вот это мышление, все, что связано с нашим народом, неразрывно связывать с государством, и все решения вот этих проблем, все постоянно говорить в связке с государством, обращаясь к государству, и при этом как бы слагая в себя любую ответственность. Мы ничего не можем, мы тут дохлые, немощные, но при этом мы умные, мы можем всем совет давать, мы говорим, что они все делают неправильно, эти делают все неправильно, эти делают все неправильно. А когда задается вопрос, а если мы все такие умные, почему мы сами ничего не стараемся сделать? Потому что, да, есть у нас большое количество людей, меценатов, людей, которые помогают там малоимущим, с этим проблем нету. Но это отдельные вещи, там благотворительность. И я сейчас говорю не о благотворительности. Это не благотворительность, а это системная работа по изменению среды в лучшую сторону. Можно накормить человека один раз, можно ему помочь при возможности. Это тоже очень хорошо. Но гораздо лучше, на мой взгляд, способствовать созданию условий, чтобы этот человек был здоров, чтобы у него была возможность зарабатывать, чтобы у него была возможность не ждать там подачек, чтобы там не разваливались где-то семьи, чтобы не занимались наркоманией. Потому что если мы будем способствовать тому, что наше общество будет интересным, прогрессивным, перспективным, если мы не будем как разбросанные камни, как бы не обращать внимания друг на друга, а если мы создадим среду, в которой каждый наш соплеменник будет ощущать и чувствовать, что он член единой нации, то у нас будет меньше наркоманов и меньше разных других негативов. Я знаю, мы все видим, что есть люди, которые с этим борются успешно. Мы все им благодарны, конечно. Но
одно дело бороться с проблемами, другое дело, не прилагая больших каких-то архиусилий, мы все можем вместе способствовать, чтобы оздоравливать общую ситуацию. В принципе, может быть, что-то пропустил, но в общем концепция инноваций горизонтальных связей заключается в этом, в предложении перейти от обсуждения того, что делают другие, к обсуждению того, что мы можем вместе с вами сделать полезного для нашей республики, для нашего народа, для будущего нашего народа.